История становления и развития финансовой системы города Якутска берет свое начало с 10 июня 1920 года, когда на основании директив из Центра постановлением Якутского районного революционного комитета в столице республики был создан уездный финансовый отдел. С периода образования финансового отдела в городе Якутске за 95 лет своего существования неоднократно менялась структура финансового органа и его подчиненность, но независимо от этого финансовый орган работал на благо Якутска и защищал финансовые интересы города на вышестоящих уровнях. Работал вначале в контрольно-ревизионном управлении, контролером-ревизором, а после начальником бюджетного отдела. Я, когда на пенсию ушла, пошла заместителем заведующего графиноделом. 40 лет, в общей сложности 40 лет проработала. Контролером-ревизором работала, значит, ревизии проводила везде, в бюджетных учреждениях. И после того из КРУ меня перевели вот сразу начальником бюджетного отдела заместитель заведующего ГАРФО. Работа заключалась в том, чтобы бюджетные учреждения финансировать. Бюджетным я сама же и командовала, потому что бюджетное, значит, финансирование связано со всеми учреждениями, и предприятиями, и бюджетными учреждениями. Так вот я на этой работе и работала всю жизнь. В отделе много людей тоже менялось. Я уже сейчас многих забыла. Я сейчас уже не помню. Я сейчас совсем много не помню. Я имею 2 почетных грамоты Министерства финансов СССР. Имею звание отличника финансовой работы. Было плохо, что нам местным не давали вначале льготы. И вот я одно время уезжала, даже специально сказали, в 4 районах будет льготы. А потом, значит, приехала сюда обратно, несколько лет поработала, и сказали, что Министерство финансов, как помню я, Зоя Степановна, вот, они тут же сняли обратно. И так что я напрасно ездила вот туда. Вот такие дела всякие были. Ну, все всякое бывало. И вместе коллективно выезжали, праздники отмечали всегда хорошо, коллективно тоже. Финансовый орган, конечно, самый нужный, необходимый для контроля и финансирования. Так что он очень важный. Всех я поздравляю, конечно, да, поздравляю. Всем, конечно, желаю здоровья прежде всего. Будет здоровье, будет все хорошо. Пожелаю хороших знаний, хороших успехов в работе. В финансовой системе я отработала 45 лет. На работе, пока за всю мою вот эту службу, было много интересного, много полезного, много нужного. Вот. И со многими хорошими людьми встречалась. В 1994 году я перешла сюда, заместитель начальника отдела доходов. И вот с мая 1994 года я работала здесь до 2003 года, в общем, почти 10 лет. Вот. Работалось хорошо, люди здесь хорошие были. Ну, со всеми была я в дружеских отношениях. Ну, на работе-то у нас даже не было ругани никогда. Вы знаете, компьютер как раз я здесь впервые начала работать. Вот. Но я знала, что я буду работать на нем. Вот. И у нас в отделе стоял только один компьютер. И как только обеденный перерыв, я инспектора дохода, я говорю, иди на обед, а я посижу, поработаю. Потому что я на такой печатной машинке я умела печатать. Так что мне легко было печатать. А вот таблички составлять, и вот это вот уже мне было труднее. Но научилась. Вот. Научилась, потому что кто хочет работать, тот всему научится. Единственное, что мне было плохо, то, что ко мне все время присылали практикантов. Во всех районах они у меня были, и ежегодно. Вот.
И мне, конечно, хочется, чтобы все они хорошо работали, чтобы всех у них отдача была. Вот. Действительно, чтобы работали, чтобы у них и в семье было хорошо, но чтобы они не задерживались так, как мы задерживались. Что мы действительно были так увлечены работой, что я, например, вставала в 3 утра и начинала писать доклады. Мы не сумели воспитать своих детей. Ну, воспитали, конечно, но не так. А тут, чтобы они больше действительно внимания уделяли еще и своей семье. Вот. Чтобы участие принимали в воспитании детей и все. А нам просто некогда было, действительно. Ой, я окончила финансовый техникум в 1975 году. И после этого я стала работать. Вот сначала инспектором по бюджету в Мегино-Кангаласском районном финансовом отделе. Вот, там проработала, потом по семейным обстоятельствам уехала в Среднеколымск. Вот. В Среднеколымске я работала старшим экономистом, потом заведующей работала с 1984 по 1992 год. Потом, опять же, по семейным обстоятельствам переехала вот, в город Якутск. Работала в начале управления образования, там, бухгалтерии вспомогательных школ. Потом перешла вот это, в бухгалтерию управления финансов нашей мэрии. Бухгалтерская работа, конечно, такая монотонная, утомительная, но все равно мне очень нравится. Я то, что вот свою профессию выбрала, совсем не жалею, просто благодарна судьбе. Мне кажется, это очень такой ответственный участок, такой как бы с деньгами связано, поэтому как бы вот на них и держится, мне кажется, вся эта экономика, вот эти финансы всего города, вот республики. Поэтому, мне кажется, вот очень ответственная работа. Ну, конечно, по работе это всякое разное случалось. Вот что-то у меня на ум пришло, то, что вот отчеты сдавали. Там всяко разные отчеты. Вот. Вначале вот вручную проверяли. И, конечно, очень сложно было, очень утомительно. Вот. Там все вручную делали. Вот такие бумаги, там таблицы всяко разные делали. Вначале я работала, конечно, там вот такие эти арифмометры. Вначале я начала со счетов. Там счета везде были, потом арифмометры были, потом какие-то вот такие очень большие громоздкие эти были, тоже типа калькуляторов. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Алену Петровну и весь коллектив от имени своей семьи и себя. Вот, когда я тяжело заболела, они очень помогли мне морально, звонили, приходили. Им очень благодарна. И желаю всем здоровья, чтобы не болели и долго-долго работали. Я вышла на пенсию и все время чувствую вот, внимание со стороны своего коллектива, руководства финансового органа. И поэтому я очень благодарна всем. И руководству, и коллективу за чуткое внимание. После окончания финансового колледжа значит, я попала работать в Якутский горфинотдел. Значит, по совету Нестеровой Елизаветы Ивановны, отдела кадров Министерства финансов, значит, меня направили сюда работать на работу. Я пришла на работу 13 июня 1986 года. Ну и всю свою сознательную жизнь до 2013 года, до сентября 2013 года я проработала в здании окружной администрации, в финансовом органе. За время моей работы, значит, произошло очень много событий. Мы, значит, как пришли сюда работать, когда был еще Советский Союз. Значит, потом пережили мы перестройку. Лихие 90-е, когда в бюджете города Якутска было очень сложно работать в это время, не было живых денег. Все производилось взаимозачетом, бартером. Очень долгое время не выплачивали заработную плату. Была очень большая кредиторская задолженность. Но мы все это благополучно пережили. И удалось работать также при становлении рыночных отношений. Когда я пришла молодым специалистом в финансовый орган, мы работали на счетах, еще считали даже, да?
И вот за то время, которое я работала, значит, да, значит, начиная отсчет, и мы закончила работать, когда уже были компьютеры. И вот я считаю, что мы работали в очень интересное время. Ну, я, значит, очень люблю свой коллектив. У нас за все то проработанное время в финансовом органе был всегда сплоченный, дружный коллектив. Всегда все друг другу помогали. Все очень хорошие специалисты. К нам приходят грамотные, работают честные, принципиальные в финансовом органе. И я, значит, поздравляю своих коллег с юбилеем. Желаем всем им крепкого здоровья, им и их родным и близким, чтобы всегда работали дружно, сплоченно, поддерживали друг друга. Стабильности желаю, и чтобы бюджет города Якутска всегда был профицитным. Всего самого хорошего. Я работала в финансово-казначейском управлении 1995 по 2012 года, до выхода на пенсию. Финансистом работала в бюджетном отделе и занималась бюджетом города Якутска. Когда я сюда пришла, уже компьютеры были. Мы ходили в Министерство финансов и проходили вот эту учебу. Очень экстренном. Очень много программ мы потом ввели. Каждые 2 года вот у нас бюджетный кодекс менялся. Сначала, когда я вот в 95 году пришла, по образованию, например, пояснительная записка по годовому отчету, это только пол-листа было. И у нас, например, статей бюджета, статей расхода бюджета, да, их было всего 9. А потом оно добавилось, и это целая страница этих статей, подстатей. Вроде бы осложнилось, но были программы. ГАЗ-бюджет, ГС-бюджет. Потом легче стало работать. У нас, мне кажется, каждый день что-то интересно было. Всегда в гуще событий, всегда вот это самое, в курсе всех дел. Организованно, четко, ясно, каждый день работали. Финансисты народ очень такой, как сказать, принципиальный, честный, добросовестный. Вспоминаю, например, сейчас Галину Рослановну Степанову. 36 лет отработала вот тут, в бюджетном отделе. И я считаю, что очень мне повезло, что я попала к такому, работала с этим человеком рядом. В то время работали Октябрина Михайловна Семенова. Мы с ней очень много проверок тоже проводили по бюджетным учреждениям. Она очень-очень много помогала всем этим главным бухгалтерам бюджетных учреждений города. Она очень поддерживала их. Сначала где-то в 90-х годах была очень текучка большая. Люди приходили, работали, но работа такая вот эта кропотливая же ведь. Не все же выдерживают такую работу. Постоянно, вот 6 часов не станешь, не уйдешь. Как-то это и в субботу приходится работать. А потом у нас где-то вот 2000-х годов сложился такой коллектив. Девочки пришли с финансового техникума. Вот с ними я работала где-то около 10 лет. Поздравляю своих коллег с этим замечательным праздником, юбилеем, 95-летием финансового органа города Якутска. Желаю им крепкого здоровья и чтобы они дальше также работали слаженно, дружным коллективом и на благо города Якутска. Молодые специалисты приходили, работали. Новых свершений им, чтобы коллектив, этот наш дружный коллектив всегда был таким же. Здесь проработала почти четверть века. Начиная от экономиста отдела до заведующего этим отделом. С небольшим перерывом на 4 года на партийной работе. Это был самый прекрасный период нашей жизни. И больше всего памятно мне, что мы были свидетелями подготовки постановления правительства России о развитии городского хозяйства города Якутска. Это была огромная победа для нас, горожан. Видите, город стал развиваться именно в 60-х годах. Асфальт, газификация, электрификация. Город стал походить на цивилизованный город. Аппарат наш обновился, расширился. Объем бюджета возрос. При нашем отделе работал финансово-экономический совет. Мы глубоко вникали в экономическую финансовую деятельность предприятия. Как-то с отдачей старались все работать. Я очень признательна, как работали наши специалисты. Большинство стали заочниками высших учебных заведений.
потому что требовались знания новые. Пополнился наш штат молодыми кадрами. Я вот горжусь, что они сейчас все почти на руководящей работе. Опыт этой работы, конечно, им помог. Мы как-то ощущали эту ответственность, свою близость к нуждам города, к нуждам населения. Вместе с городом росли, как говорится. Ну, конечно, эта дата особенная, 95 лет. Если наш объем бюджета, я когда уходила, был около 80 миллионов, а сейчас объем бюджета около 14 миллиардов. Это, представляете, в деньгах видны уже масштабы. Так что это труд финансиста ощущается вот через эти цифры. Но коллеги сейчас трудятся очень напряженно. Вот как-то сталкиваемся. Очень глубокие, как говорится, преобразования. Особенно приятно, что столичные функции города сейчас как-то на них обращает внимание и поддерживает их. Поэтому столица стала столицей успехов всем, кто работает на этой ниве. Чтобы они ощущали и радовались, знали, что их вклад, личный вклад почти каждого, всегда присутствует. Постановлением окружной администрации города Якутска от 12 ноября 2013 года за номером 292-П был создан Департамент финансов окружной администрации города Якутска. Основная задача Департамента финансов сегодня – это эффективное управление бюджетным процессом городского округа города Якутск. Обеспечить сбалансированность бюджета, обеспечить результативность расходования бюджетных расходов как бы в целях устойчивого развития, социально-экономического развития нашего города Якутска. Сегодня в Департаменте финансов работает 38 сотрудников. Все они постоянно повышают свой профессиональный уровень, так как в свете постоянных изменений бюджетного законодательства на финансистов возложена ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Реализация бюджетного процесса – это очень кропотливый труд, направленный на оперативное, качественное решение поставленных задач в области финансово-экономической политики городского округа город Якутск, исполнение бюджета в целом. Сегодня процесс исполнения бюджета полностью автоматизирован. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы должны сейчас работать уже на качество предоставления муниципальной функции по исполнению бюджета в целом. Наша финансово-экономическая политика городского округа город Якутск, которая направлена в соответствии с целями и задачами, поставленными главой городского округа город Якутск Айсеном Сергеевичем Николаевым, уже есть результаты этой работы, так как у нас на протяжении, если взять 10 лет самого объема бюджета городского округа город Якутск, то у нас бюджет города Якутска в сравнении с 2011 годом в разы увеличилось, 3,6%. Основное наше достижение за один год является это внедрение портала «Открытый бюджет». Тем самым бюджет у нас соблюден принцип прозрачности бюджета. Бюджетный процесс, он всегда открыт для граждан города Якутска. Они в любой момент могут посмотреть, какие расходы тратят из бюджета городского округа город Якутск, какие приоритетные направления финансируются в городском округе город Якутск. В Департаменте финансов администрации города Якутска я работала в так называемых диких 90-х. Памятна мне карьера финансиста в городе Якутске тем, что это действительно были достаточно сложные годы. В бюджете доходов не хватало, и приходилось выискивать различные способы для того, чтобы своевременно рассчитываться с работниками бюджетных учреждений. Коллектив финансового комитета, ныне Департамента финансов, своей работоспособностью, своей сплоченностью, поиском и умением найти пути выхода из кризисных ситуаций. Департамент финансов города Якутска заслужил этот прекрасный юбилей. Работает там дружный и, самое главное, профессиональный состав финансистов. Объем бюджета с тех пор, когда я работала, увеличился более 5 раз. Если в период моей работы он где-то составлял только около 2 миллиардов, сейчас более 10 миллиардов рублей. Поэтому, конечно, я понимаю, что
работы стало больше. Конечно, платежеспособность и, значит, повысилась, и таких вот больших проблем с расчетами по налоговым и неналоговым платежам сейчас не возникает, но тем не менее свои определенные трудности в работе финансового департамента, конечно, имеются. Но я надеюсь, что юный, всегда юный, молодой и работоспособный коллектив финансового управления, как я называю по старинке, департамента финансов, ну, все встречаемые препятствия одолеет, я так думаю. Всем финансистам департамента финансов в первую очередь крепкого здоровья, конечно. Будет здоровье, я думаю, все остальное приложится. Профессионализма им не занимать, умение работать тоже. Сплоченность, как я уже сказала, у коллектива имеется. Руководитель у департамента прекрасный человек. Поэтому задачи, поставленные перед департаментом, я надеюсь, все они выполнят с достоинством. И поздравляю еще раз коллектив департамента финансов с прекрасным 95-летним юбилеем и благодарю их за то, что не забывают своих коллег. Приказом министра финансов в декабре 2006 года я была назначена исполняющим обязанности руководителя финансово-казначейского управления. Годы работы в финансово-казначейском управлении города Якутска, они мне запомнились навсегда, потому что я, во-первых, встретилась, познакомилась с такими высококлассными специалистами, финансистами, можно сказать, от Бога, Елизаровой Мариной Юрьевной, Рудых Лилией Васильевной, Ниной Сергеевной Ивановой, молодыми специалистами, такими как Неустроева Алена Петровна, Сивцев Гаврил Анатольевич, Винокурова Мария Владимировна, Николаева Аэлита. И, конечно, работа была трудная. В те времена очень много вопросов, конечно, вставало и по финансовой обеспеченности городского округа город Якутск. Поэтому, конечно, приходилось нам работать, как говорится, от зари до зари. Когда я пришла на работу в финансово-казначейского управления, мы, скажем, возобновили работу с ветеранами финансовой системы. И вот та работа, которая была проведена вокруг подготовки, да, вот к 90-летию финансового органа, очень сплотила наш коллектив. И все молодые, уже среднего возраста специалисты, которые работали, и все наши ветераны делились своими воспоминаниями и готовились к юбилейным мероприятиям. Финансово-казначейское управление и департамент финансов, они уже решили, что да, мы будем справлять наши юбилеи, да, вспоминать наших ветеранов и отдавать дань тем людям, которые прошли всю эту 95-летнюю историю финансового органа. Мы всегда встречали новогодние праздники, да, отмечали дни рождения наших коллег. День финансиста 8 сентября мы обязательно отмечали. И, конечно же, активно принимали участие во всех мероприятиях, которые проводились в окружной администрации города Якутска. И занимали отнюдь не последние места. Уважаемые мои дорогие коллеги, я поздравляю вас с очередным 95-летним юбилеем нашего финансового органа. Я желаю вам, чтобы вы всегда оставались такими же позитивными, такими же оптимистичными, такими же принципиальными, честными, открытыми, ведь эти качества, несомненно, нужны каждому нашему финансисту. Также я желаю всем здоровья, благополучия, и чтобы вас всегда окружали любовь и поддержка ваших близких, ваших родных. Я закончила в свое время Якутский финансовый колледж имени Фадеева. И сразу же в августе месяце 1993 года пришла по направлению работать. В то время финансовый комитет города Якутска назывался. Меня сразу приняли в бюджетный отдел. Я курировала такие направления, как правоохранительная деятельность, прочие расходы, управление.
Потом также я курировала народное образование. По мере работы в отделе нас, так скажем, приучали ходить и проверять, ревизию делать, финансово-экономическую деятельность, проверку бюджетных учреждений и также любых организаций, которые финансировались в то время из бюджета города Якутска. Мы пришли молодыми, значит, было много энтузиазма, мы работали допоздна. Конечно, было очень сложно, но в то же время было очень интересно. Команда была сплоченная, люди понимали друг друга, работа давалась как бы легко, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, это была очень большая ответственность, потому что это как мы сформируем бюджет, так мы с ним будем и жить, и работать. Большую благодарность, конечно, я хотела бы отметить это Лукиной Елене Николаевне и Шарковой Татьяне Федоровне. Я считаю, что именно вот эти два человека, да, в первую очередь, вот они мне привили, так скажем, любовь к работе, да, я это отмечаю, потому что действительно тогда они и строго с нас спрашивали, да, и ответственность привили вообще в исполнении своих обязанностей. И мне просто бы хотелось в этот знаменательный день, юбилейный день, поблагодарить всех людей, которые сегодня тоже здесь трудятся и работают, пожелать им здоровья, близким их людям здоровья, благополучия, а также, конечно, за большой вклад в социально-экономическое развитие города Якутска, который они на сегодня делают и исполняют. Пожелать им всего самого хорошего. Это был август 1981 года, когда мы, группа молодых девочек, после окончания Якутского финансового техникума, бюджетный отдел, пришли по направлению в то время. Моя трудовая деятельность началась в качестве контролера. Моим наставником непосредственно была Клавдия Сергеевна Мельникова. Как начальник отдела нас курировал, у нас еще были закреплены наставники по финансовому органу. Альбина Семеновна Теплякова, мои коллеги, Людмила Ивановна Самолюк, Галина Константиновна Шокарева. Это вот та плеяда моих коллег непосредственно, с кем я в отделе работала. Начав в 1981 году в августе месяце, я проработала в финансовом органе до 1996 года и стала его руководителем. Не могу не вспомнить своего руководителя, Захарну Чернявскую, заслуженный экономист Российской Федерации. Человека глубочайшего ума. Годы шли, поменялся экономический строй, поменялась структура власти, произошли изменения. И, конечно, финансовый орган тоже один из участников всех этих процессов. Это неизбежно, эти изменения. А в целом отраслевой подход к формированию именно управления финансами, он всегда остается. Доходы, расходы делятся социальный блок, допустим, капитальные вложения, межбюджетные трансферты. Что государственные финансы требуют вот именно самоотверженности, любви к своей профессии, преданности, да. И вот иногда кажется, что за сухим языком цифр бюджета, да, многие не понимают, цифры какие-то, да. На самом деле же это целая история. Мы до сих пор, уже 34 года, день ото дня, час от часа мы занимаемся этой любимой темой с государственными финансами. Столько ярких событий происходит, и через твои руки, и ты, формируя бюджет, ты же, представьте, закладываете жизнь всего города на целый год или на 3 года, допустим, да. И практически вы становитесь непосредственным, так еще это при формировании только вы планируете, да, а когда его утверждаете, когда его исполняете, то есть вы ежедневно делаете историю этого города через финансы, участвуете в этих процессах, то есть вы непосредственно тот человек, который делает историю города, историю финансов. Пользуясь случаем, тогда, может быть, поблагодарить всех, как я уже сказала, ветеранов финансовой службы, да, и обратиться уже нынешним финансистам, пожелать всем, конечно, бюджета бездефицитного, бюджета сбалансированного. А в личном плане каждому работнику финансового органа Департамента финансов окружной администрации пожелать огромного человеческого счастья, благополучия и, конечно, всем нам добра и, наверное, и мира. С праздником, с юбилеем. Коллектив Департамента финансов дружный и отзывчивый. Он очень активно участвует во всех мероприятиях, проводимых окружной администрацией города Якутска. Кроме того, Департамент финансов выступает инициатором различных проектов. Каждую весну и осень финансисты города на постоянной основе высаживают саженцы, цветы, деревья, тем самым озеленяя наш город. Так, совсем недавно в Парке культуры и отдыха были посажены 38 деревьев. Была организована аллея финансистов. Коллектив Департамента финансов не забывает ветеранов финансовой службы, поздравляет их с каждым праздником и по возможности старается помогать им и их семьям. Гордость Департамента финансов – это наши ветераны финансовой службы, которые отдали очень много лет на становление финансовой системы города Якутска.
Хочу отметить, что наш юбилейный год, 95 лет создания финансового органа города Якутска, он совпал с такой юбилейной датой 70 лет Великой Победы. Хотелось бы отметить наших ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. Труд их во время Великой Отечественной войны вообще неоценим. И наши ветераны Великой Отечественной войны и тыла Пахомова Раиса Андреевна, Борисова Зоя Александровна, они у нас сейчас в здравии, и хотелось бы, пользуясь случаем, им объявить, выразить огромную благодарность за их кропотливый труд, за то, что они с нами, за преданность долгу и многолетний труд в финансовой сфере конкретно города Якутска. Кроме того, хочу отметить и ветеранов финансовой службы, финансистов большой буквы. Это, конечно, у нас Кулакова Людмила Михайловна, Барановская Октябрина Семеновна, Михайлова Октябрина Семеновна, Маркова Мария Николаевна, Максимова Людмила Васильевна, Рудых Лилия Васильевна, Иванова Нина Сергеевна, Елизарова Марина Юрьевна и Габышева Екатерина Александровна. С нами сегодня работает ветеран финансовой службы Докторова Полина Иннокентьевна. Пользуясь случаем, хотелось бы им выразить огромную благодарность и пожелать им здоровья, и чтобы они всегда были с нами. Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с 95-летним юбилеем создания финансового органа города Якутска. Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, успешной реализации намеченных планов и задач, стабильности, а самое главное – здоровья, счастья и радости.